21 мая глава республики работал в Алекпинском районе. Поводом для незапланированного ранее визита стали пострадавшие жители района. Необходимо было на месте поговорить с людьми, увидеть фактическое положение дел и здесь же, на месте, обговорить все варианты большой работы. Вот дом видно за березой. Дальше еще. Нас в первую очередь затопило. Нижняя деревня. Вон первый дом, вот этот мой уже давно, в том году затопил. В этом году, тот раз я уже забросила. Потом там другую квартиру дали, там же тоже затопило. Сейчас не знаю, детям пойду. Где жить-то? Одна живу, два. Это в 13-м году у меня дом тоже так же затопило. Мне ничего не дали. Да. Мы сами своими силами тоже отремонтировали, живем. И второй раз документ сделала. А сейчас не знаю как. В первую очередь это помощь населению. В Алекпинском районе мы с группой руководителей правительства района посетили первый Нерюктянский наслед, который сильнее всего пострадал при ледоходе. Вода здесь стояла очень долго, и многие дома были подтоплены под самую крышу. Вот. Встретились и с жителями, посетили вот эти дома, наиболее пострадавшие. Конечно, масштаб серьезный. Вот. Есть ряд домов, которые, судя по всему, после работы комиссии вообще могут быть признанными непригодными для восстановления. Встретились с жителями в пункте временного размещения, которые там сейчас размещены, тоже поговорили, рассказали о той помощи, которая будет им оказана. Самое первое, что необходимо, это оформление документов, которые послужат основанием для оформления выплат. На сегодня механизм отработан. Территория Алекпинского района пострадали у нас населенные пункты от весеннего паводка. Было затоплено 183 дома жилых, и 502 человека пострадали. Все эти 502 человека получат единую материальную помощь и финпомощь за потерю имущества первой необходимости. Предварительный ущерб, который мы рассчитали по Алекпинскому району, составляет уже 71 миллион рублей. Сегодня Министерство экологии запустило распоряжение правительства по выделению средств как раз вот на единую матпомощь и на финпомощь, распоряжение правительства. И в ближайшее время деньги к нам поступят. Сейчас идет сбор заявлений, все идет через госуслуги, поэтому наше население и органы местного самоуправления активизировали в данном направлении. Как можно скорее люди подавали заявления, мы их будем быстро обрабатывать, и население быстро получит и матпомощь, и финансовую помощь. Где нет интернета, скорее всего, придется выезжать в Алекпинск, либо также органам местного самоуправления взаимодействия с населением. Работают сотрудники нашего подведомственного учреждения, исполнительная дирекция водного хозяйства, оказывают консультационную, методическую помощь органам местного самоуправления. Также в составах рабочих комиссий, комиссий по ликвидации, ходят по дворам, смотрят, какой ущерб. Консультируют, как правильно оформлять акт, все документы. Вот мы были сегодня в первом Нерюктянском наследии. Там все документы уже собраны, пакет весь правильный. Осталось только начинать подавать заявления. Вчера вечером портал МЧС открыл на госуслугах. Эти госуслуги есть, там даже через QR-код, я думаю, сейчас распространим с главами и решим вопрос поселений. Человек только нажимает камеру и все, и уже услугу подает. Есть понимание и по тем домам, жители которых не успели или не смогли оформить в силу причин. Это касается и жителей села 2-й Нерюктянск. Получат ли люди там выплаты, оно достаточно сильно пострадали через жильцов, населения? Там 44 дома пострадало. И более, по-моему, 120 человек получат. Они тоже так же получат, да, выплаты получается? Комиссия где отработала, акты есть, заключение есть, что ущерб был нанесен. Все получат и матпомощь, и финпомощь. По 2013 году была такая проблема, что у некоторых людей не оформлены жилые дома в связи с тем, что они не располагаются в красной зоне, то есть они не оформлены. Здесь как комиссия отработает. Кстати, вот этот вопрос, справка с органом местного самоуправления, что действительно человек проживает длительный период времени, живет, работает в этом населенном пункте. Мы поддержим в этом случае. То есть это тоже вероятно? Я думаю, не должно быть проблемы. С органом местного самоуправления отработаем с главой. На выездном заседании КЧС глава республики обозначил приоритеты обеспечения населения самым необходимым.
Проезд по дороге Умнас до первого нерюктянского наследия будет восстановлен. Дорожники уже идут большие работы. До завтрашнего дня будет восстановлено энергоснабжение по первому нерюктянскому наследию и наследию Бирюк, который входит в состав первого нерюктянского наследия. По Кыллаху в течение недели тоже должно быть по временной схеме электроснабжение восстановлено. После схода воды энергетики начнут работать также по восстановлению электропередач, которые достаточно серьезно пострадали. В этом году от большой воды пострадали не только села, которые и ранее подтапливало, но и Дильге с Синяхом, где воды не было никогда. Учитывая удаленность от районного центра, населению пришлось очень непросто. Значительный ущерб и у села Харинцы, несмотря на своевременно принятые меры по эвакуации, у ряда жителей существенно пострадали жилые дома. Вода нанесла все-таки огромный ущерб, потому что, как видите, вода пошла зашла в середине, подошла почти до школы. Ночь с 12 на 30 очень быстро пришла большая вода и затопила 38 жилых домов. Но еще раз говорим, что мы спасли скот, лошадей и вещи, но тем не менее все 38 жилых домов были подтоплены водой, и вышло большой ущерб вышел у жителей. Это надо менять оклады, полы, линолеумы, делать заново заваленки, и разрушено очень много хозпостроек. Практически на глазах уходил под воду остров Кыллах. Здесь люди боролись со стихией ночью. Прибывший вертолет МЧС произвел эвакуацию людей на берег села Дапарай. Сложная ситуация у нас была в Кыллахе. На текущий момент эвакуационные работы уже проделаны. Граждане переселены на другой берег, в село Дапарай. В день работает 3 уже воздушных судна на территории Алекминского района. Это по эвакуации населения, по мониторингу гидрологической обстановки, а также проведению взрывных работ. На сегодняшний день в Алекминский район уже завезено 3,5 тонны взрывчатых материалов. Группа взрывников и спасателей Главного управления и службы спасения проводят сейчас мероприятия по эвакуации населения и проведению взрывных работ. Первый гуманитарный груз пострадавшим от паводка в село Первый Нерюктянск поступил 14 мая. В Алекминске оперативно сформировали посылки с самым необходимым, в том числе помощь поступила из республики. Мы отработали логистику. В первые дни наводнения маршруты мы проработали. Сейчас в настоящее время едет гуманитарный груз. Это помощь регионального министерства обеспечения жизнедеятельности, Матрезерв, это помпы, дополнительные генераторы, насосы для откачки воды, а также это необходимое, это питьевая вода, мука для того, чтобы местные предприниматели могли обеспечить свое население хлебом. В общем, такая работа ведется. Уже 13 мая в Кыллах прибыл борт с гуманитарным грузом. На сегодняшний день эта ситуация стабилизировалась. Каждый день помощь поступает от района, с организаций. И люди начали уже в свои дома возвращаться, делать уборки. Наш наслед приезжал, наш Илдархан Айсен Сергеевич, посмотрел разрушенные дома, насколько они, какую степень носят урона и так далее. На сегодняшний день у нас по предварительным подсчетам пострадало 115 жилых домов, из них 49 домов не подлежат восстановлению. Просьба была о том, чтобы для того, чтобы сохранить демографию нашего населения, нужно построить многоквартирный дом и, те земельные участки оставить право собственности, чтобы люди могли заниматься в летнее время, как дачу. На призыв о поддержке земляков откликнулись все. В городе организовали несколько пунктов сбора. Организовано 3 пункта
приема гуманитарной помощи для пострадавших от весеннего паводка, в том числе и в офисе «Мои документы». Одними из первых собрали гуманитарную помощь депутаты городского совета и коллектив социального фонда. Ну и мы с коллегами тоже не остаемся в стороне. Мы присоединились к акции и запустили объявление о том, что на площадке городской детской модельной библиотеки открывается пункт сбора гуманитарной помощи в поддержку пострадавшим от весеннего паводка. Мы привыкли к чистой воде, как к обыденности, но иногда каждый глоток на вес золота. 300 бутылей заготовила кладовая Алекма для тех, кто пострадал от паводка. И сегодня эти бутыли будут отправлены. Все жители Алекминского района сейчас наблюдают за ходом развития событий. И каждый житель района помогает, чем может. Организована помощь пострадавшим, сбор идет. Также филиал Алекминского района ГУП ЖКХ не остается в стороне. Мы также организовали сбор помощи гуманитарной. Все работники нашего филиала, кто что чем может, подошли, тоже принесли вещи первой необходимости, средства гигиены, продукты питания. И вот мы сейчас совместно с администрацией района организовываем доставку до наших наследников. Сначала везем до Бердники, там уже, где нет дороги, перекладываем все на моторки, и ребята доставляют до самих наследников. Впереди у жителей пострадавших сел огромный пласт работы. Необходимо наладить быт и вернуть жизнь в привычное русло. Было проведено здесь в Алекминске большое совещание с участием ряда министров, руководства района, глав наследников, представителей федеральных органов власти по как раз мерам, которые необходимо принять для скорейшего восстановления пострадавших наследников. Даны конкретные поручения. Они в целом схожи с теми решениями, которые нами уже приняты по Намскому улусу. И так как по Алекминскому улусу наиболее пострадавшим у нас является Первый Нюрктянский наследник, там тоже будет создана отдельная рабочая группа во главе заместителя министра строительства, которая будет координировать весь ход работы. Будет также по линии Министерства сельского хозяйства оказана помощь сельхозтоваропроизводителям. Здесь хочу отметить, что здесь потери скота, конечно, гораздо меньше, чем в Намском районе, в результате того, чтобы были своевременные меры приняты. Но вместе с тем, конечно, многие помещения сельхозтоваропроизводителей достаточно серьезно пострадали. По линии Министерства образования тоже все решения приняты по обеспечению прав детей по сдаче ЕГЭ, по обучению в этот оставшийся период, по летнему отдыху. Министерство здравоохранения тоже здесь хорошо отрабатывает. В принципе, по медицинской помощи никаких жалоб нет. Ну и сейчас главная задача — быстрее определить размер ущерба, с тем, чтобы люди уже могли подавать заявления и получать денежные средства. Ну и также, конечно же, определить тот объем стройматериалов и доставить его сюда, который необходим тоже для проведения восстановительных работ в пострадавших наследниках Алекминского улуса. В любом случае люди один на один с бедой не останутся. Мы примем все меры для того, чтобы в короткие сроки все восстановительные работы здесь были проведены и завершены с хорошим качеством.